Да, 2,5 и 8 заправляй. Вот у нас фреончик, все заправляется. Набиваем на манометрическом коллекторе давление 2,5, 8,5. Набивай, набивай. Вон, видишь, набивается. Угу. Сейчас еще. О, 8 уже пошло. Да, он, поэтому смотри. Но суть его в том, что он умеет измерять поток воздуха, также температуру данного воздуха. Ну и как бы можно будет проверить качество заправки кондиционерного оборудования. Вот так вот, в общем. Так что, ребята, приезжайте. Будем, у кого кондиционерчики не заправлены. Сейчас у нас жара уже. Наш супер гараж все делает. Гибрид-центр рулит. Там у нас делается везель, коробка. После другого автосервиса будем менять выжимной. Вот. Это у нас китайский стоял выжимной, приехал у нас в другом сервисе ставили. Мы уже будем комплект оригинала ставить. Уже все у нас подготовлено. В общем-то, думаю, завтра этот автомобиль от нас уедет. Вот. Так, что еще у нас нового? Из нового мы повешали флаги. Коробку мы уже, кстати, тоже отмыли от везеля. Сейчас будем менять все два сальника здесь. Еще один сальник там на двигателе. Также повешали мы 3 флага. У нас теперь флаг Саха республики, то есть республиканский флаг. Флаг Японии, то, что мы японскими автомобилями занимаемся. И флаг России, соответственно. Вот так вот. Также вот сделали мы немножко Honda Toyota. Бокс у нас работает на Honda Toyota, поэтому тоже обозначились. Ну и в принципе все хорошо. На неделю у нас придут ворота, 3-й бокс запустим. Подъемник уже установили. Вот такие у нас хорошие новости, в общем-то. Так что, ребята, работаем. Работаем, приезжайте. Еще, кстати, вонючки у нас появились, оригиналы. Made in Japan. Настоящие, оригинальные, 990 рублей стоят. Есть LED фары. Можем LED лампочки поставить за место обычных. Тоже очень хорошие лампы. Очень сильно, как бы, ну, не дают аккумулятор просаживать. Очень экономичные по свету. В общем-то, все у нас есть. Для гибридных автомобилей у нас есть мультитрониксы. С установочкой все делаем. Поэтому масло вариаторное пришло. Масло в двигателя пришло. Molegrin, Gulf Western. В общем, ребята, пользуйтесь нашими услугами. Как можем, стараемся. Привезли филдера Статинского УЛУСа. Будем завтра делать диагностику. Сейчас выгрузим автомобиль. Ну, как бы это самое. Завтра посмотрим, что с ним случилось. Не заводится. Происходит разгрузка филдера. Вот так вот привозят к нам машины на эвакуаторах, а потом они отсюда уезжают своим ходом. И так каждый день почти. То эвакуаторы, то буксировка. Бедные японцы. Я про его машины. Вот так вот их выгружают с Японии на морские пароходы. Потом выгружают в порту Владивостока. Потом они тут ломаются, их тоже выгружают. Короче, вообще бедные тачки живут вот такой жизнью. Гарантию даем неделю на то, чтобы у вас ничего не побежало. Допустим, через неделю вы приедете на осмотр, будем проверять герметичность сальников.
То есть машина должна недельку поездить, через неделю в сервис на осмотр. Если ничего нигде не подтекает, значит все хорошо. Вот. На сальнике гарантию даем неделя. То есть если ничего не побежало, то ничего не побежит. Вот. А если побежало, мы снимаем коробку бесплатно уже. Работа переделывается, сальники меняются заново. Вот, как бы так. Все на этом. Вот такие работы будут проделаны. Батарейку с филдера разобрал. Элементы все еще стоят с завода. Ничего не тасовалось, ничего не делалось. Бархоточки все сохранены. Вот эти вот лента. Вот если этой ленты не будет, то значит уже лазили. Потому что ее также наклеить очень трудно. А тут она по заводу прям видно, что наклеена. Контакты видно, что чистили. Контакты доставали, чистили. Что-то делали, короче. Вон. Поцарапана наждачкой чуть-чуть. Здесь тоже все контакты чистые. Вот. В общем, батарею, видать, обслуживали. Но что-то пошло не так. Вот. Сейчас будем смотреть. Зарядим ее и посмотрим, что не так. Идет процесс заряда батареи от Toyota Fielder. Элементы Gen 4. Сейчас мы ее подзарядим. Потом будем ставить на машину. Смотреть, как она у нас заведется. Какие ошибки покажутся. Ну и сейчас тоже в процессе диагностики я ее понагружаю туда-сюда. Так, подшипник предварительно смазали специальной высокотемпературной смазкой. Вот. Все, ставим все на место. Подшипник вот Германи, оригинал. Вот надпись Германи. Германи. Это у нас подшипник 16-го года будет ездить. Такая батарейка, серединка жестко проваленная, края сильные. Сейчас еще раз попробуем на это вот ее набить. Еще раз просадим, посмотрим, что будет. Honda Fit Shuttle, замена приводов. Колян сейчас будет привода менять, амортизаторы новые. Также будем менять ему масло в вариаторе, в двигателе масло со всеми фильтрами. Все, ребята, собрали мы везеля, вот так вот, все. Коробку поставили. Сейчас будем пробовать все это дело заводить, проверять, калибровать. Что у нас получится, посмотрим. Ремонт произвелся у нас на 130 тысячах, 0,58 километров. Вот, батареечка уже начинает заряжаться у нас потихонечку. Батарейка высажена в ноль, именно высоковольтная батарея. Сейчас будем ждать, когда вот эта строка у нас набьется. Вон, видишь, пошел заряд. Сейчас она... сейчас будем ждать, когда она зарядится. Когда зарядится, тогда и это все нормально будет. И потом повторно мы его еще раз будем делать. Вот. Ставили оригинальный подшипник. Также корзину контрактную поставили. Все будет стоять контракт. Все уже смазанное, обслуженное. Думаю, все будет хорошо. Закладные мы восстановили. Добрались до них кое-как, конечно. Вот здесь пришлось вырезать лючки. Вот. Потом все мы зашумоизолировали. Но если снимать в следующий раз балку, уже можно отсюда откручивать. В общем, как-то такое решение сделали. Ничего варить не стали, потому что пожароопасно, в общем. Да. Машинка в себя приходит после других сервисов у нас. Воскрешаем тачку. Так что, ребята, выбирайте сервис правильный. Кто уже давно работает с этими машинами,
кто себя уже зарекомендовал, а не так, что мы знаем, зачем мы берем деньги. То есть цена-качество, а не на, как сказать, отвали делать машины. Вот. Как делают все у нас. Лишь бы сорвать бабки. Коробку снять любой может. Дурак. Любого можно слесаря заставить снять коробку. А поставить все и сделать правильно, это не для этой тачки. Хонду могут сделать не все. Ну все, везель у нас готов к выдаче, в принципе. Скоро будем отдавать хозяину. Все, везелек у нас прошел все калибровочки. Вот, ни одной ошибки. Катаюсь, испытываю, как едет данное сцепление. В принципе, вообще все хорошо. Вот, уже на электромоторе спокойно едет. Зарядка идет, все хорошо. По передачам листает. Вообще даже не чувствуется, что она переключается. В общем, как должна ехать она, так и едет Honda. Ну вот на таком обслуженном сцеплении должна ехать нормально. Главное, чтобы ходила достойно. То есть, по сути, если правильно сцепление обслужить, оно ходит даже, ну, как новое, можно так сказать. То, что там года подшипников старые, выработки там чуть-чуть есть, это ничего. Все равно она ходит хорошо. Поэтому контракт, в принципе, имеет место быть. И это дешевле, чем новое, конечно. Вот. Но ни в коем разе не надо ставить китайские подшипники. Вот. Мы уже от этого очень давно отошли. Мы их всякие разные поиспытывали. И вот как вот этот человек, допустим, хотел подэкономить, где-то на работе сэкономить, где-то подшипник китайский попробовать поставить. Ну вот попробовал, в принципе, ненадолго, в общем. И исход такой, что все равно пришлось ставить контрактное, ехать в нормальный сервис, который, в принципе, компетентен. Ну вот мы вот, в принципе, ну как, я не горжусь, я просто знаю, что мы занимаемся уже 2 года, да, даже уже 3 года почти. Это уже большой срок, и значит, у нас опыт имеется все равно. Вот, как бы так. Значит, где-то мы знаем больше, где-то мы знаем что-то лучше. И поэтому, ребята, ездите туда, кто уже давно занимается данными проблемами. Вот. Как бы так. Всем удачи. Выбирайте правильный сервис. Всем добра. Ставьте лайк. Сбалансировал батарейку Филдера. Сейчас будем смотреть, что получилось у нас. Батарейка должна быть вся ровная, по идее. Произвел растусовку. Местами было очень много сильных элементов, сильных пар. Где-то сильные, где-то слабые. Короче, вот здесь были сильные. Серединка провалилась конкретно. Но сейчас я ее сбалансировал. То есть с краев убрал сюда. Вот. То есть сейчас я выровнял всю эту пачку из 20 элементов. Сейчас будем смотреть. Дадим ей заряду, дадим немножко отдохнуть и будем просаживать, смотреть, что у нас получилось. Если все хорошо, собираю батарейку, ставлю филдер, и все будет нормально, заведется. Все, батареечку сбалансировал, смотрим. Разница 0,17. Опускаемся до 0,14 и смотрим, какие пары у нас пойдут вниз. Все ли будет нормально. Так, уже к 14 стремится. Разница 0,14 всего. Это очень-очень мало, это очень хорошо. Ну вот, первая отошла, график ровный, вниз не скатилась. Первая, вторая, третья, и все по очереди. Просаживаем чуть-чуть побольше. Графики очень хорошие. Все, в принципе,
Это говорит о том, что батарейка у нас четкая получилась, сбалансированная. Все они одинаково почти пошли. Все, сейчас включится двигатель, и она начнет заряжаться. Вот, это на машине я имею в виду. Сейчас на анализаторе показала разницу 0,13, так что я ее четко выровнял. Так, ребята, вот он филдер, который привезли ко мне на эвакуаторе. В общем, с батареей я вчера разобрался, подзарядил ее. У него была середина просевшая очень сильно. И я его как бы подвосстановил. Ну, именно сбалансировку сделал батареи. Элементы менять не пришлось. Вот. Сама батарея Gen 4. Емкость у нее очень даже неплохая. Где-то в районе 80% вся батареечка. Ну, где-то 70 просела, короче. Ну, вот я ее вчера и сбалансировал нормально, в общем. Но прикол таков, что машина-то, оказывается, не просто не запускалась-то. У нее разбитый, скорее всего, либо демпферный диск, либо дифференциал. Ну, короче, посмотрим сейчас. Скорее всего, это демпфер разбомбило. Вот мы его заводим. Вот в рейде запускаем. Запускаем движок. Вот такой звучок, короче, у нас. В общем, вердикт такой, что будем сейчас половинить коробку, смотреть, что там внутри произошло. Смотреть. Будем инвертор скидывать, силовую установку. Антифризы будем сливать, масла сливать, скорее всего. Вот. Коробку будем скидывать. Ну и, в принципе, все на этом. Будем смотреть. Демпферный диск я уже приобрел. В принципе, он есть. Вот пацаны готовы уже работать. Сейчас заодно и посмотрим, как и что с филдером у нас обстоят дела. Филдер я еще ни разу не разбирал. Скидывали мы инвертор на 30-ки, коробку. Заодно поучимся данному автомобилю. Ну, я думаю, мы двигатель скидывать не будем. Попробуем коробку как-нибудь снять. Малой кровью, да? Так сказать. Вот. Ну все, в принципе, поехали работать. Ну что, тачку мы закозлили. Все вот так вот. Сейчас будем сливать жидкости все. Ну и это самое. Начнется разбор данного автомобиля. Нихуя масла-то нету. Ничего не сливается. Прикол, да? Вон тара вообще пустая. Масла в коробке-то нету. Нихуя прикол. Что с карбасом? Ну, там походу пиздос, походу коробки. Это значит не демпфер, но коробка походу шумит. А если в нее сейчас масло залить? Опять же масло испортим, блядь. Масло испортим. Да мне кажется, там уже какие-то шестерни разбило. Ну там звук-то пиздец. Звук-то пиздец. Не, надо разбирать все, проверять, короче. Что-то какие-то зубцы обломало. Не, пацаны, давайте, короче, снимаем коробку, проверяем ее. Может, на коробку намотались. Посмотрим. Просто я хочу, понял, вот эту вот тачку. Она ее опасно таскать. Тем более машина такая, все сухое. Все брызг. И это, понял? Планский. Короче, ребята, хочу по этим автомобилям немножко подрассказать по филдеру, да. И здесь стоит двигатель 1NZ уже нового поколения. Вот. Этот двигатель чуть-чуть модернизированный, в отличие от тех, которые на 20-х приусах стоят. Он уже меньше жрет масла, то есть у него масложор уже такой проблемы немножко нету. Ну, как бы если совсем не допустить мотор в такое состояние. Ну, там масло плохое, допустим, качество заливать. А так на 20-ках мотора, даже какое масло не заливай, все равно он начинает жрать, потому что пробеги большие уже, там по 300 тысяч, вот. В общем, на 20-х приусах сейчас очень большая проблема. Мотора уже немножко устали. Не немножко устали, а совсем устали. И многим надо уже менять свои мотора, потому что и масложор идет, и дым идет с них, и
троение на некоторых как бы автомобилях, пропуски по цилиндрам идут. Короче, по сути, они требуют уже новых моторов. Но новый мотор первого поколения стоит очень дорого, где-то 100-120 тысяч рублей. Вот. И это связано с тем, что эти мотора уже редкие, потому что год старый, их уже не завозят особо. Вот. Ну а если найдется живой, то он стоит очень дорого. Вот эти мотора, ими все разборки завалены. Это 1NZ следующего поколения, второе, по-моему. Вот, он не такой дорогой, у него цена от 60 тысяч рублей. Причем пробеги будут всего 40 тысяч километров. Примерно 40-50 там, по-разному, да, какой найдете. Но у него есть отличие у этого мотора, так как у него уже идет электронная помпа. В отличие от первого поколения, у него идет от ремной передачи. И тут стоит уже электронная дроссельная заслонка. В отличие от первого поколения, там стоит она на тросиковой тяге. То есть она полуэлектронная. Поэтому как бы вот эти мотора не поставишь на Prius 20. Но в принципе это сделать можно. По креплениям он все подходит. Но нужен контроллер, который бы управлял вот этими вот электронными частями, то есть дроссельной заслонкой и насосом, да, грубо говоря. Поэтому мы запускаем свап этих автомобилей, мы будем их свапать. То есть Prius 20 мы можем поставить туда мотор от Aqua. Это в принципе рабочая тема, нормально. Мы сейчас будем этим тоже заниматься. Так как мы запускаем третий бокс с подъемником, со всеми делами, мы будем заниматься установкой моторов. Так что, ребята, работаем. Обращайтесь, гибрид-центр Якутск рулит. Приезжайте, Рикошет и ПДР вмятины выправляют. Если что. Вот приехал. Вот этот скол сейчас будем лечить. Мастера нормальные. Вот так вот латают стекла, ребята. Так что если поймали камешек, это еще не приговор менять стекло. Сейчас как будто ничего и не было. Вот, ребята на Элантре дверь выправляют. Прикольно. ПДР вообще вещь, по сути. Когда не хочешь красить машину, можно вот так все выправить и все, и кататься. В замену масла у нас заезжает китайский автомобиль Амода. Сейчас такой китаец. Амода, говоришь, да? Как Амода называется? C5. Прикольный аппарат. Вон Джили, Черри, Амода. Сейчас будем менять масло в этом автомобиле. Выглядит очень даже красиво. Тачка, вон морда у него какая красивая. Сколько ты, Юрка, уже на ней ездишь? Год? 23-го года. 23-го? Все четенько, да? Она у тебя дилерская? Да? Ну, уже все. Гарантия кончилась, да? Ну, потому что я сам иду. А ты где ее брал? В Тагиле. В Тагиле. Ну загоняй. Сейчас масло поменяем. О, все. Сейчас мы... Китайцы к нам уже едут потихонечку. Вот такие тачки
Он чем-то похож на Чинган. Морда красивая очень. Все, чуть, да, нормально, пойдет. Пойдет. Сейчас будем разбираться с этим зверем. Что за тачка такая? Это что у нас за моторчик такой прикольный? Полторашка турбо. Полторашка, еще и турбо. Китайцы делают вещи. Смотри, генератор-то у него обычный. От приводного ремня идет. Этот компрессор кондиционера тоже от приводного ремня идет. Трасса подводная сюда идет у него. Воздух. Угу. Сейчас посмотрим. Фига катушки как сделали, смотри. Сверху подключение. Турбина у него, я так полагаю, вот она, да? Вот она и турбинка идет. Подача воздуха. Все на вот каких-то штуцерах. Быстросъемы сделали. Ясно. Ладно, будем сейчас мы ему заливать Gulf Western, скорее всего. Масло отличное. Гибриды заливаем его. Родное, да? А интересно, что это за масло такое, да? Это же что-то же такое же. Это же что-то типа Castrol, Mobil или что-то такое. 100%. Может быть и японское даже. Все, Амоде масло поменяли. Отслужили. Выезжает потихонечку. Сейчас будем загонять Везель, 19-й год, походу. Такого красавчика. Тоже на техническое обслуживание. Че угораешь? Дизель, замена масла вариатора. Такой 14-й год. Но вариаторный заехал, красавчик. Диски мне у него вообще нравятся, прикольные. Короче, заменили масло, залили Molegrin, залили оригинал вариатор. Вот наш оригинал. Шел нынче к нам. Фильтра, все полностью заменили. Так что, ребята, приезжайте, вариатор. Пока у нас все есть. Фильтров не так много пока что, но буду еще заказывать, так как вариаторы к нам частенько приезжают. Будем менять. Такое четкое масло. Все, запишем в книжку. Что, собираем подъемник уже. На место воткнули, раскрепили все. Раскосынили хорошенечко. Сейчас будем запускать. И диагностики по ходовой части, и по ремонтам, по двигателям, по всей байде мы будем уже делать в этом боксе. На днях нам ворота поставят уже, электрику сделаем. Вот здесь вот будет по 3 прожектора висеть везде. На зиму тепло заведем. Потихонечку будем делать, готовить бокс. Девятнадцатый год, да? Смотрите, ребята, какой аппарат. Альтернатива, можно сказать. Бешеная табуретка. Swift Sport. Он, наверное, конкурент этому Ярису, я думаю, да? Если так-то по сути. Так. Спортивная версия. С Японии прям пришел. Ух ты.
У него уже вон под карбончик сделано. Сидушки как у GR Sport идут. Прикольный аппаратик. Здесь тоже он все строчкой сделано. На Витаре? Ну, он ресурсный мотор. Ну вообще Сузуки неплохие тачки делают. Давно уже, я помню. Вот эти вот цветы, они же с 10-х годов, с 8-х вообще, как бы в свое время любили очень сильно. А коробка тут вариатор обычный, да? Автомат. Автомат даже? Да. Вообще кайф. Они были, короче, на старых Сузуках, робот шел, автомат был, и еще было, и варик был. У них все типы коробок есть. Ну, на них автомат. Угу. Гроссельная заслонка какая, маленькая. Вообще жесть. Прикольно. Ну, ладно, сейчас подумаем что-нибудь. Надо посмотреть, зайти на него, попробовать этим PCM флешем, какие модуля ему понадобятся. И от этого отталкиваться. Что, номер за сколько? Номер за сколько брал? Ребята, на филдере, в общем, меняем коробку. Уже вот сегодня мы купили контрактную коробку. Коробочка у нас 45 пробега всего. Вот. Поставили новый демпферный диск. Старый демпфер оставили, потому что, ну, уже новый, там тот подразбитый. Вот. Но прикол таков, что вот коробка ихняя стоит, и она вся в клине. А где, пацаны, тот демпфер? Покрутить. Короче, планетарная передача, походу, развалилась в закусе. Вал вот этот вообще не крутится никак. Он должен легко крутиться. Здесь, короче, почему у них это все произошло? Потому что сальник вот этот у них просто был разорванный. А разорванный был он от того, что утепляли брезентом. И привод намотал, в общем, брезент. И захерачил этот сальник. И они дальше ездили без масла. Масло вытекло с планетарки. Он, да, не в клине. крутится он. Да, в клине вообще в конкретном. Вообще не провернуть. Ну и все. Сейчас наша задача поставить на двигатель все. Ну и посмотрим, как двигатель работает. В принципе, мы пока не знаем, как движок. Ну, он заводной, крутится. Да. Как он будет работать, мы пока не знаем. Потому что эта коробка, когда сломалась, она в нагрузку дала большую слишком. И двигатель в этот период начал крутиться тоже. И может быть что-то даже проблемы. То есть она могла запросто его, да, нагрузить двигатель до такой степени, что он перегрев мог поймать в свое время. Ну, в общем, будем сейчас разбираться дальше. Поставим коробку, дальше видно будет. В общем, тачка умотанная так порядочно. Такие дела. Ну ничего, постараемся отремонтировать с хлопцами. Короче, отмыли мы вот эту вот балку. Всю полностью. Тут грязи было. И вот такой слой почти что был, короче. Вот. Ну да, шаровый, все надо менять. Но хозяин сказал, что он сам это все сделает. Шаровые, мы сразу могли все сделать, но не хотят, как бы. Потом сами пускай делают. И мы поставим. Вот тоже надо менять, да, ее. Это подушка? Да. Ну, вот все по ходовке надо делать. От наконечников до рулевых тяг менять надо все. Вот, ребята, мой гараж мечты готов. Долго я о таком мечтал, конечно. Вот, какой он большой, высокий, с подъемником можно работать. Все, Андрюха он подключил питалово. Теперь у нас подъемник подключен, тут розеточку сделали. Завтра мы его отрегулируем, сделаем уже освещение. И все. И будем потихоньку здесь обустраиваться. Тут что обустраиваться? Тут я верстак сделаю. Стеллажики сделаем под масла, ну под фильтра, под всю такую тему. Вот. Ну и оборудование кое-какое еще прикуплю. Поеду. Будем работать. Что, залили масло свеженького в коробочку.
Что осталось? Инвертор, антифриз залить, балку собрать. И все. Будем пробовать запускаться. Сняли мы инвертор. Будем заводить тачку. Первый запуск делать. Ну-ка. Поехали. Пики-пики. Все. Никаких звуков больше нет таких. Сейчас прогреется машинка. И все будет четко. Ну что, бонусом вам еще двигатель помыли. Потому что нам страшно было смотреть на этот двигатель. Черный весь. Эта машина чистоты давно не видела. Ну все, филдер у нас готов. Завтра будем отдавать клиенту. Двигатель даже помыли. Вот так вот у нас, ребята, приезжают автомобили на манипуляторе. Приехал статый с убитой коробкой, без масла. Мы его отремонтировали. Завтра будут забирать. Батареечку сразу тоже обслужили по комплексу. Короче, оживили машинку. Будет ездить, все будет четко, я думаю, у нее. Ну, главное, чтобы... Любите свои машины, как говорится. Вовремя ухаживайте, все следите за ними, и все будет нормально. Качает. Все, приехал к нам Гульф с Владивостока. Новое масло. Поступление, ребята. Тормозная жидкость. Масло для вариков. Масло для двигателя. Приезжайте на замены масел. Короче, разбираем фита. На обслуживании у нас фит. Вот такой вот. В общем, добираемся до выжимного подшипника. И видим, что уже коробка здесь уже стоит контрактная. Как определили, что контрактная? У него тут, во-первых, сломаны все фишки. Ну, эти не фишки, а крепежи, короче. И также болта не хватало. Какого? Вот он. На коробке. А, да, вот этого болта. Вон. Ага. Вон там должен быть болт. Его нету. Значит, коробка снималась по какой-то причине. А снималась по понятной причине. У пробег у данного автомобиля 100 с чем-то. 103 тысячи типа, да? Но, возможно, он мотанный, да. Что-то кажется, коробку на 108. Это очень нереалистично. Скорее всего. Не, ну может быть. У нас был такой машина на 90 тысяч уже. Выжимной меняли. Может, просто прожарили. Прожарили хорошенечко. Да. Либо утопленник. Либо, да. Вот. Но, короче, будем добираться сейчас до механизма, проверять, смотреть. Что с ним? У нас вторая Honda Fit на обслуживании роботизированной коробки передач. Мотору такое вот состояние грязное, как всегда. В бачках актуатора, наверное, тоже жесть творится. Сейчас посмотрим. Ну, там жидкость, видать, мененная, но там осадок в конце есть, грязь какая-то немного. Мы это все почистим, помоем, поменяем. Вот. Из коробки выпала вот такая деталь. Вот этого фита, что женщина на обслуживание нам отдала. Это уже какой-то зубчик выпал. Да, это шестеренка. Смотри. Да, от шестеренки зубец. Зубец от шестеренки. Прям с коробки, да? Прям вот я пробку снял, пробку повернул, из пробки прямо вылетел. Ну вот. Вот такая вот деталька у вас уже. Значит, с коробкой уже не все хорошо. Коробка контрактная, неизвестно, сколько на ней пробега. Поэтому вот из нее просто так зубец бы не выпал. Ну да. Я его пока вот сюда положу. Потом покажем хозяйке. Да, темненькое такое. Ну-ка, давай посмотрим, что там за масло. Масло нормально выпало? Ну, в принципе, оно нормальное, живое. Ну, живое, да. Ну, так. Да. Что по шаровым? Так, по ходовке пойдем к балке. Балка уже снятая. Да. Шаровый. Линки еще, короче, более-менее. Плюс-минус. Надо менять все равно, по-моему. Надо менять. Шаровые. Шаровые. Убитая. Пока живые, но люфт будет скоро.
желательно поменять, потому что Просто, они, да. они жесткие должны быть, по идее. Вот, это тоже А они болтушка. болтаются, да. О, это прям где-то закусывает. Ну Её все, надо это менять. выработка уже конкретная. Что там по подушкам? В принципе, все целое вроде бы. Ну, Да. как бы так. Датчик вот этот надо менять Датчик, да. надо под замену. Что еще? Подушка живая вроде, да? менять. Что там у нас? Наконечники нормальные. Наконечники нормальные. Салимблоки, Колодки под замену. колодки, да. Передние. Да и вообще, наверное, их круг надо менять, по идее. Вот. Колодок нету практически вообще. Вон, там чуть-чуть 2 миллиметра осталось. Вот. Лучше не донашивать их. Наконечники тоже надо менять. Желательно с рулевыми тягами вместе. Ну, это еще ладно. Пока вроде они не в руль стучат. в руль не било, значит, в принципе, еще Да. походить могут, да. Ну, стойки вроде нормальные все. Как бы дальше видно будет. Роман нашел еще. О, Да. стружка, там еще кусок, да? Это кусок, вот второй, ну-ка поверни. Ну, там что-то размолотило в этой Вот коробке. второй хорошо прям. кусок. Вот Ну. он, видишь? Вот стружка, смотри на фильтре сколько. О, жестко размолотило. Блестит все, ага. Ей коробка нужна, по идее, контрактная. У нее и так контрактная же. Ну, еще нужна. А у нас коробки есть, по-моему, кстати. Надо Вот смотри, вот четко. Да. Два куска прям здоровеньких. Совет нужен тоже. Угу. Сейчас, погоди-ка. Сняли мы коробку с фита. Что у нас тут со сцеплением? Подшипник вроде бы живой. Сцепа. Видно, что ржавая. Была из-под утопленника, походу. Вон, видишь, все ржавое. Видать, она топилась. Ну, диски ничего такие. Диски вроде неплохие. Контрактная сцепа, смотри. Она, скорее всего, не топилась. Она просто на улице где-то Ну или стояла. валялась где-то, да. Валялась, Ну, да. знаешь, похоже, что топилась. Почему? Потому что, смотри, у него вот здесь более чисто, а здесь вторая сторона. Видишь, какая ржавая. Они обычно, когда топятся, вот так вот, чуть-чуть. Ну, наполовину где-то Вот так примерно, вот, да. видишь, они чистые. Да, ну, это, скорее всего, сцепление снято с какого-нибудь утопленника по контракту. Ну, с контрактной машины в Японии. А так, по сути, ну, подшипник сейчас достанем, дальше видно будет. Сцепа вроде живая. Здесь у нас сальник под замену пойдет, 100%. Межваловой вроде бы нормальный, да? Тоже мокренький. Тоже мокрый да. какой-то, Мокрый. надо менять его. Так, тут у нас что? Здесь вроде тоже что-то, да? Как будто Ну, так, сапунил. немного. Но Но не очень видно. тоже что будем менять. Ну, Сальник по-любому. Цепы сейчас обслужим, но коробка у нас походу будет под замену. Раз у нее шестеренки. Бензин, да сколько? Надо будет смотреть. Вот эту вилку надо снимать и смотреть все шестерни на целостность, по идее. И это у нас что за коробка-то? Какой номер? Надо номер определить ее. Оттереть надо номер конкретно. Вон он, ага. Если у нас такая имеется. АСФ. АСФ. АСЕ. АСЕ? Да. Ну вот надо и найти АСЕ. Что такое вот это вот? Мгм. Смотрим шестерни на Ну, целостность. ты видишь, они как будто сломаны. Ты можешь ее повернуть как-то, что ли, так, чтобы видно было? Ну, это максимум. Там, Максимум, да? Но они как будто подломаны, да. вот видишь. Вот здесь вот какие-то особенно. такие. Да, да, Сейчас, да. подожди. Вот, смотри, как будто вообще Вот не перекусаны, хватает. ага. О, видишь, дальше Да, пошли. дальше подшипник, по сути, оригинал стоит у вас. Вот мы его уже разбираем. В принципе, давай-ка посмотрим сепаратор, целый, не целый. Вот этот в хорошем состоянии вроде как подшипник. Здесь тоже вроде все неплохо. Но, как я говорил, что когда вам контрактную коробку поставили, его даже не смазали. То есть как есть, так и поставили этот оригинал. Подшипник стоит 2014 года, 04-02. Может быть, даже сцепление ее поставили. Может, что-то с коробкой было. Сцепа тоже контракт, смотри. Контракт, да? Она Ну, полностью идет. подшипник, короче, у вас сборка. Вот этот подшипник 13 года, да? Угу, да. Где? Вот, ну-ка, покажи-ка. Вот она. 13 года. А вот этот подшипник у вас уже 14 года. То есть его уже ремонтировали или сборку делали.
То есть собранный под шипос, в принципе. Но это Ну, ничего хорошо, такого. то, что он оригинальный. Он оригинал. Это хорошо. Да. Мы сейчас его, он Коля перемоет. Тут смажем. Смазки не было. Он не смазанный. Сухой вообще. Сухой, от того сепаратор-то и честно. Ну. Ничего, сейчас обслужим, еще побегает. Коробку надо, короче, заказывать. Я что, пошел я коробку искать? Приезжайте, заправка кондиционера. Заправляем. Заправка, ремонт. Все у нас. Вот такой манометрический коллектор у нас. Все, масло. Все есть у нас, все в наличии. Фреон есть, все в наличии. Любого гибрида заправим. Вот приехал Subaru у нас такой на заправку кондиционера. Сейчас будем заправлять. Вакуумируем. Ну что, тут приехал у нас Toyota Harrier. Приехал, он у нас, короче, без кондиционера. Ну что-то это, слабенько дуть начал. Будем заправлять, да? Да, ну, заправим его. Владельца, кстати, Евгений зовут. Да. Тезка твой. Херней какой-то занимается, на Харрерсе заработал, да? Я у него тоже гараж есть, гибрид. Где-то на Хатынке. Так. Все, сейчас заправим кондишку. Да, где-то сифонит, ага. А, вырубай его, вырубай, не выпускай. Просто сразу на этот. Потому что, смотрите, вам, если вы рейку отдельно купите, у вас, видите, резиночки порванные тут уже на рулевых наконечниках, а контрактор, она вся в сборе будет уже идти. Ну-ка еще раз сделай скрип рейки. Посмотри. О, здорово скрипит. Скрип рейки идет. Суммарный люфт у нее. Слышишь, там что-то? Вон там где-то биение есть. Отсюда видишь? Отсюда снимешь? Отсюда снимешь? С этой стороны. А, ну, все, менять подушку эту надо, подшипник этот. Да? Конечно. Вибрация на скорости есть? Не было. Должна быть. А это целое вроде бы, да? Эти все целые. Нормально. Столько у нас будет освещения теперь. Кучу прожекторов наставил. Да, навык монтажа еще не потерял пока что. Вот так вот все в гофре монтирую. Прожектора развешал. Вот такой вот будет чистый клапан. Колян до этого сфотал, грязный, капитально был вообще. Коллектор тоже открутили, все моем. О, сколько чачи с него вываливается, просто жесть. Не сказать, что, конечно, он совсем забитый был, но тем не менее есть уже, да, надо почистить. Приехал к нам Prius Alpha на ремонт батареечки, и я вижу, что уже батареечка была ремонтированная. Вот тут немножко Пометки, да? следы мастера есть, пометки есть, писали уже, тут сломано. Вот. Может, ну это где-то, видать, здесь сделали уже. Батарейки, видать, были менены 3.2, 3.5, вот эти вот, видно, что помеченные. Поэтому сейчас будем ставить ее на диагностику, смотреть, что с этими батарейками. Ну и попробуем сделать, может, ремонт, а может быть, все-таки это уже все. Может быть, уже контрактная батарея. Приехал к нам вот такой Esquire на замену батареи. Контрактная батарейка. И вот, ребята, что хочу сказать в очередной раз, чтобы вы следили за своими салонами. Вот такая вот грязь присутствует везде. Вот просто жесть.
Сеточку сейчас тоже покажем. Батарейка умерла только от того, что тут очень сильно грязно. Сетка просто в хлам забитая вот так вот. Она даже не выходит, она налипла все. Угу. Сетку не видно. Ну и все, деградация батареечки получилась. Здесь сейчас надо все пылесосить, вычищать. Только тогда новая батарейка будет жить тут в этом салоне. А так вы будете покупать новые батареи каждый год. Если вот такое отношение к машине, будете покупать батареи по 200 тысяч каждый год. Поэтому у Esquire Noha должна быть чистота вообще в салоне идеальная просто. Так что, ребята, вот наш совет по вот этому вот воспримите и исполняйте, что мы вам говорим. Просто так это не говорится. Вот. Ну и также контроллер ВЛБ желательно поставить, за температурой следить. Потому что контроллер ВЛБ, когда такая сеточка грязная, он покажет завышенную температуру. И тогда можно будет сразу же принимать меры. Заправочка кондиционера Honda Fit. Заряжаем его свеженьким фреоном. Коля выставляет давление. Ну а тут у нас Esquire пылесосится. Грязи вообще жесть, да? Да. Слишком много, она уже въевшая. Им надо химку делать, химчистку. Химчистку надо, конечно. Ну. Он все в песке, вот в таком вот. Просто жесть вообще, что творится. Здесь вон. Вот так вот батарейка. А это что у него? Что-то блок какой-то стоит дополнительный. Усилок, по-моему, что ли. А, в мойке его, помыть его и просушить. Да? Он вообще жесть и грязный. Это я тут почистил. Ага. Вот такой жестко загаженный кулер наблюдаем. Вообще все элементы грязные. Капитально вообще. Никогда не обслуживалась тачка. Вот, ребята, что происходит, когда вы тачки свои не обслуживаете. Тут он волосы. О. Всякой. На кулере тоже волосы. Машина просто ездила и все. Ну, всему приходит конец, конечно, и батарейки. Поэтому тут только контракт. Разбег почти 2 вольта почти что. Сколько? Почти 2 вольта в этой батарейке. Вольт 70 где-то разбег у нее. Ну, это уже все дохляк. Ну там, да, что-то жестко прям вообще просела батареечка. Сеточки вот такие все забитые. Почистили мы салон более-менее перед установкой батареи. Уже более-менее можно ставить. Тоже уже песка особого нету. Все вот так вот. В общем, все к установке новой ВВБ у нас готово. Вот, ребята, и нашелся у нас покупатель на контрактный Gen 4. Сейчас будем внедрять ее вот в эту стяжку. Собираем батарею от Noha в Окси. Батареечка четкая будет вообще. На масляном сервисе у нас вот такой вот инсайт. Идет промывочка двигателя с помощью химии. Дальше будет замена масла в двигателе. Будем заливать сюда Gulf Western. Контакты все почищены. Такие чистые контакты ставим. Без окислов. Вон у тебя. Поставил диски, закатал, звука навалил, в кожаный салон упал. С такого вида всегда кайфовал. После ковида вкус не пропал. Поставил диски, закатал, звука навалил, в кожаный салон упал. С такого вида всегда кайфовал.
После ковида вкус не пропал. Время поменялось, увеличился баланс. 21.05 поменяли на S-класс. Неизменный вкус, тачка с виду как акула. Злой десептикон, просто гонка, пушка, пуля. Что, закончили мы сегодня ремонт Esquire. Установили ему контроллер ВВБ. Вот он стоит, уже показывает температуру. 29 градусов у нас. Температурочка продувается. Батарейка у нас тоже уже работает. Вот. Все работает, все четко. 21 год батарейки. Эта батарейка будет очень долго жить. Срок жизни такой батареи может 10 лет доходить. При правильном ее обслуживании и при правильном, при должном обслуживании автомобиля. То есть уходом за автомобилем. Потому что грязь такое не терпит. Всегда надо чистить салон, чтобы была всегда чистота спереди. Чтобы вот тут вот всегда была чистота. Вот эти вот отверстия, чтобы всегда были, продувались. Никакие вот эти вот коврики не должны закрывать, перекрывать. Все должно быть четко. Ну и сейчас дадим рекомендацию, чтобы клиент все-таки сделал влажную уборку. Тут мы за ковриками все, что пропылесосили, все, что могли. В общем, все сделали. Ну, теперь остается дело за клиентом. Короче, Prius 50 у нас приехал с проблемой по моторчику гриля. Вот здесь вот есть моторчик очень хитромудрый, который вот эту жалюзю открывает, закрывает. Вот. Сейчас занимаемся ремонтом. Клиент купил китайский моторчик, а он изначально не заработал. Прям новый прям поставили, а он не работает, в общем, никак. На актив-тест не реагирует. Ну, он на исходную встал, да, короче? Моторчик. Он открылся сейчас. Станет? Не мешает ему этот? Клей мешает, да? Не, ну клей мешает. Ничего страшного. Задавить его можно. Он мягкий. Короче, русская смекалка. Ну-ка. Работает, да? Он сам, это он в тестовом режиме, что ли, работает? Четко, ну. Тестирует? Да. Фига себе. Демонстрация. Все, отремонтировали жалюзи вот такие. Поменяли мы шторки. Все, давайте, удачи. Поменяли мы моторчик, шторки, все работает, все хорошо. Помыли двигатель, поменяли масло в машине. Вот. Prius Alpha у нас тоже уже готова, ждет клиента. Поставили сюда контрактную ВВБ. Давайте. И на подходе у нас везель, разбор. Завтра будем снимать коробку, походу коробка приехала. Все, на Honda Fit у нас пришли фары. Вот так все пришло, заполечено. Все обрешочено. Все прям отлично. Здесь коробка пришла. Приехала тоже AGE-шная. Будем ее ставить. Контракт. Отличный контракт вообще. У нас на фита коробочка. Сейчас она у нас будет как новенькая. Все вот так вот моем перед установкой, чтобы все было новенькое. Не любим грязь, да? Конечно. Все сальники заткнули, все четко. Никуда вода у нас не попадет. Работаем сегодня. Колян там степа разбирает. Дроссельчик. Вон степ-вагон стоит. Везель он у нас стоит. Завтра будем его разбирать. С коробкой приехал.
Вот, братан, мечта твоя. Спада. Смотри, какой аппарат охеренный. Хоп. И детям телевизор смотреть можно. Да, вот он, красавец вообще. Вот она, дверь эта. Ваку-ваку. Так открывается и так открывается. Кайф вообще аппарат, да? Красавец. 4 ВД. Четкий, да? Вот это багажник. Здесь ровный пол. Кармашки всякие разные. Смотри, сколько здесь всего. Вот это семейный аппарат. Вот его бери лучше на. У меня корефанчик есть. В Уфе. Все мечтает такой. Смотри, какой классный. Всех усадила на море. Вот дроссель почистили ему. Так, вот такие вот ништячки сегодня купили. У нас теперь есть нога, снимать коробки. Все, начинаем. Первая машина у нас сегодня. Приехал Везель. Будем первую работу делать на подъемнике. За столько лет, вот все, бокс уже работает. Сейчас на подъемнике все будет это решаться. Также сегодня купил вот такой вот аппарат по приему масла. Теперь замену масла будем производить тоже с помощью подъемника. Также взял такой вот классный ящик. Можно будет сюда инструменты всякие складывать. Ну, какие объемные, четкие вообще. Плюс катать можно, удобно очень. Хоп, подкатил к машине, да? И никуда не надо тянуться. Кайф вообще. Этот на столике. Короче, все, мы готовы к работе по съему коробок, двигателей, ходовка. В общем, все будем делать. Ну. Так что, ребята, приезжайте. Ага, короче, Леха, сняли твою коробочку. Вот. Сцепление. Видно, что уже контрактное стоит. Ну, то есть, вообще его меняли. Коля говорит, что болты... Нет, почему болты? Фишки сломаны были, да? Фишки. Видишь? Ну да. Короче, с коробки... Коробка уже снималась. Болты тоже, да, подкручены были как будто, да, немножко? Или как? Нормальные были? Не сильно закручены. Но... Такое ощущение, что коробку уже сбрасывали. И, ну, вот по состоянию корзины видим, что она не горела. Она не утопленник, ничего такого не было. Крутится вроде неплохо. Вот, но есть одно но. Сейчас будем смотреть диски. Диск тонкий один. Один очень жирный. Вот этот, допустим, диск очень жирный. Первый диск очень жирный. А вот второй, под второму сомнение. Он очень тонковатый, но мы его будем смотреть, когда сейчас снимем подшипник. Короче, Леха, разобрали твой подшипос. Вот она у тебя. Этот в очень хорошем состоянии. Но смазка, смотри, гуталин конкретный. Она даже не ездит. Вон, усилие даю, а оно даже не хочет крутиться. Вот. Второй подшипник, вот этот нормальный. Шары, все сохранилось, в принципе, в нормальном состоянии. А вот этот подшипник у тебя сломанный сепаратор. В двух местах, причем кусок вообще лопнутый, вон он. Поэтому вот этот подшипник у тебя под замену пойдет холостого хода. Потом что еще? По сцеплению. Давай, Колян, смотрим сцепление. Сцепление видно, что горело. Вот этот диск очень хороший. Второй диск смотрим. Так, медленно крути потихонечку.
Но он еще вроде бы, ну он тонковатый. Тонковатый. Ну да, еще покрути. Он в одном месте может быть очень тонкий. Каком-нибудь. Крути, крути, крути. Ну еще походит. Угу. Корзина нормальная, еще походит чуть-чуть. Недолго, конечно, но сильно на ней, если не жиганить, калибровать, будет ходить. Вот. Коробка под замену, однозначно. Все. Вот такие вот вердикты у нас. Короче, Леха, вот такой контракт тебе будем втыкать. BGE-шная коробка. Сейчас мы ее подготовим, полностью отмоем. Вот твоя BGE-шка. Все, сейчас мы ее отмоем. Сальники на ней все новые поставим. Ну и на этом все, будем втыкать. Короче, отмыли коробочку. Вот такая она уже чистая стала. Колокол, все чистое. Сейчас сальник поменяем коренного на двигателе там. Также будет произведена замена вот этого сальника и вот этого сальника. Все сальники будут под замену. Короче, двигатель надо отмывать. Промывка нужна ему будет перед заменой масла по-любому, потому что все черное. Видать, ездила, перекатывала на плохом масле. Вот уже лак образуется, залаченный. Вот он, смотри. Да. Вот такой цвет должен быть. Да, да. Сбоку. Ну и вот только этим мыть. Надо будет прошку покупать, да. По-любому, премиум. Премку. Угу. Ясно. Прокладка клапанной крышки вся треснутая. Здесь тоже вот трещина есть. Вот. Ну, сухая все. Вот трещина, где-то еще. Дубовая. Она везде по контуру уже дубовая. На складках больше. Во-во. Здесь. Да, прокладку. На изгибах. Слушай, ну прокладку-то мы где сейчас найдем-то? Надо искать. Угу. Обзванивай, короче. Японец. Угу. Все магазины надо. В наличии нету прокладки. Все меняем тебе. Поменяли тебе уже сальник коренной. Вот он стоит. Свежий. Здесь тоже все сальники сменили. Малышок межваловой поменяли. Вот этот тоже заменили. Все. Коробка. Эти сальники нормальные все. В хорошем состоянии. Поэтому как бы нареканий нет. Будем все ставить. Такая коробка будет к тебе воткнута. Ну, по сцеплению сейчас все обслужим. Подшипником сейчас займусь. Заменю тебе вот этот холостой ход. И все, в принципе, на этом. Подшипник смазанный. Смазку набили высокотемпературную, подшипник поменяли. Вот сепаратор уже четкий. Может быть чуть-чуть шумноватым быть, но ничего страшного в этом нету. Пусть он лучше будет чуть-чуть шумноватый, чем он будет сломанным сепаратором. Вот это вот подшипник уже будет ходить. Люфтов нету особо больших. Сейчас еще поднабьем. И все. Будем запаковывать. Хорошо. Надо обзвонить да узнать. Че, ребята, дождался я, короче, Кроун в последнем будке. 23-й год машина. 11 пробегов всего. Такая вот красивая тачка. Вот такой вот салон у нее идет. Панорамная крыша. Ну и сам он смотрится, конечно, четко. Бомбово вообще. Вот такая машина красивая. Сейчас его смотрю по диагностике. Блоков в нем 58 штук. Чуть ли. Вот, по тачстриму. Смотрю его. 58 блоков. Читаю ошибки. В общем-то, есть ошибочка какая-то. Будем смотреть сейчас ее. I'm a queen with the greens. I am every dude's dream, every woman's dream too. I'm the type you've never seen. Keep a
never messy, always clean. I ain't dull, I ain't basic. From afar you see me beam. Mirror, mirror on the wall, who's the richest of them all? Who don't have to choose and who can buy whatever at the mall? Like my money, like my lovers, racks really thick and tall. I've been scoring goals all my life, ain't even touched the ball. Yeah. This is crazy. Yeah. He's the richest of them all. Who don't have to choose and who can buy whatever at the mall. Like my money, like my love is racks really thick and tall. I've been scoring goals all my life, ain't even touched the ball. Yeah.